Полицейские пресекли распространение синтетических наркотиков в Якутии. По информации МВД региона, 21-летний подозреваемый был задержан с поличным при попытке сбыта партии синтетики. Правоохранители выяснили, что мужчина вступил в состав организованной группы и с целью распространения наркотических средств бесконтактным способом специально прибыл в Якутск. Злоумышленник действовал от имени интернет-магазина и оборудовал на территории города закладки. Из незаконного оборота в ходе личного досмотра и из помещений гостиниц, где проживал фигурант, а также из тайников, оперативники изъяли свертки с синтетическими наркотиками, расфасованные и приготовленные для сбыта. На период предварительного следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обвинительное заключение утверждено надзорным органом и направлено в суд. Уроженцу Норильска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В Якутске загорелась машина. К месту оперативно были направлены силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы успешно ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС Якутии. Отмечается, что пострадавших нет. В тушении пожара задействовали 2 единицы техники и 10 человек личного состава. На данный момент устанавливается причина возгорания. В законную силу вступил приговор Верховного суда Якутии в отношении мужчины, осужденного за убийство 4 людей, в том числе 2 малолетних детей. Верховный суд назначил ему пожизненное лишение свободы, об этом сообщает прокуратура Якутии. Мужчина 1991 года рождения, 29 марта около 7 утра по местному времени в одном из частных домов Якутска несколько раз ударил женщину ножом. От полученных ран она скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть свое преступление, он также убил пожилую мать погибшей. Его жертвами стали и малолетние дети 2012 и 2014 годов рождения, которые также погибли на месте. В тот же день он напал с ножом на сотрудника полиции, который пытался его задержать. Не согласившись с приговором суда, осужденный обжаловал его в суд апелляционной инстанции. 5-й апелляционный суд, рассмотрев доводы, оставил приговор Верховного суда республики без изменения, а жалобу без удовлетворения. В Якутске заведено уголовное дело на продавца, подозреваемого в присвоении товара. В одном из алкогольных магазинов города во время ревизии была выявлена пропажа алкогольной продукции стоимостью 30 тысяч рублей. Администрация торговой точки обратилась в полицию. В ходе расследования стало известно, что к хищению причастен 27-летний мужчина. Установлено, что подозреваемый, работавший продавцом-консультантом в магазине, на протяжении недели воровал алкоголь. По словам подозреваемого, спиртное он украл для личного употребления, а также угостил своих друзей. Сотрудники полиции раскрыли дело о мошенничестве, совершенного в отношении жителей Якутска. Потерпевший сообщил, что у него украли очки виртуальной реальности стоимостью 18 тысяч рублей. Он разместил в интернете объявление о сдаче очков виртуальной реальности в аренду. Данной услугой воспользовался неизвестный молодой человек, который заплатил 1600 рублей за аренду приставки на 2 суток, после чего он просто перестал выходить на связь. Подозреваемым оказался безработный 21-летний молодой человек. Выяснилось, что он изначально не собирался пользоваться игровой техникой. Получив очки, он сразу сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил. За мошенничество ему грозит до 5 лет лишения свободы. В Омске возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при столкновении поезда с машиной. По информации следователей, на железнодорожном переезде, ведущем к одному из промышленных предприятий Омска, грузовик «Газель» столкнулся с грузовым маневровым составом. По версии следствия, 42-летний водитель «Газели» на нерегулируемом железнодорожном переезде допустил столкновение с маневровым составом, состоящим из тепловоза и 20 вагонов, груженных щебнем, двигавшимся вагонами вперед. В результате ДТП водитель автомобиля и 26-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Второй пассажир доставлен в больницу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Злоумышленник, убивший ножом 3 человек в церкви в Ницце утром в четверг, был ранен прибывшими на место преступления полицейскими и задержан. 2 жертвы, пожилые мужчина и женщина, погибли в базилике Успения Пресвятой Богородицы. Еще одна женщина, которой нападавший нанес несколько ударов, попыталась спрятаться в соседнем кафе и позже скончалась в больнице. Прихожане потрясены случившимся. Лора и Мишель Мале не могут поверить, что церковный староста, который все дни проводил в храме, больше никогда не придет сюда и не зажжет свечи. Мэр города Кристиан Эстрози назвал нападение актом терроризма, подобным тому, жертвой которого стал храбрый учитель Самюэль Пати. Ницца платит высокую цену исламофашизму. Нет сомнений в том, что стоит за действиями нападавшего, который непрестанно твердил «Аллаху Акбар», пока им занималась бригада скорой помощи.
Экстренно прибывший в Ниццу президент Эммануэль Макрон поблагодарил за службу полицейских и военных, с которыми встретился у базилики. Он сказал, что армия выделит дополнительные силы от 3 до 7 тысяч солдат для охраны культовых зданий. Терроризм не в силах заставить Францию поступиться своими ценностями, заявил глава государства.